Не найдется тех, кто не хочет видеть свою страну сильной, а ведь именно от граждан зависит благополучие родного края. Так считает Изарета Чебиева, которая сегодня пришла на выборы на 618-й участок. Он открыт на базе музея краеведения Назрани. Для женщины это уже привычное дело. Она не пропускает ни одно голосование. Важное как для страны, так и для нашего региона. Пришли проголосовать. Думаем, что это долг каждого гражданина Российской Федерации. По душе мы то и выбрали. Думаем, что уверены в этом. На 618-м участке зарегистрировано 2685 избирателей. За ходом голосования здесь следят 3 наблюдателя. Реализует свое право голоса и директор музея краеведения Магомед Сагов. Он считает, что такие важные события не должен пропускать ни один житель. Мы все видим заслуги наших кандидатов каждого. И мы уверены в завтрашнем дне. И поэтому нам надо выбрать достойного нашего президента. Проверить ход голосования на участок приехал и глава республики. Махмуд Али Калиматов оценил условия для избирателей, пообщался с председателем УИКа и узнал, насколько активно жители идут голосовать. Спасибо за питание. Ответственно Еще один участок, который также посетил Махмуд Али Калиматов, 615-й. УИК открыли на базе Политехнического колледжа Назрани. Глава Ингушетии отметил, что самое главное – это создать комфортные условия для избирателей. Поскольку выборы выпали на месяц Рамадан, должна быть организована возможность для разговения. Так условия, все есть же здесь. Самое главное, чтобы Марк даст Юлжихам, герою Русхан нам прислал уже наш вроде должны ждать. На 615-м участке желающих проголосовать не меньше. Здесь зарегистрировано более 2000 избирателей. 20% из них еще утром оставили свои голоса. Для Танзилы Чехкиевой это первое участие в таком важном мероприятии. Каким должен быть президент? В первую очередь справедливым по отношению к своему народу. Должен учитывать все и религиозные ценности, и какие-то культурные наследия, чтобы был какой-то компромисс во всем, чтобы было мирное небо над головой. За порядком проведения голосования здесь следят наблюдатели. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций создан медпункт, где имеется все необходимое – лекарства, тонометры, медсредства. Участковая избирательная комиссия состоит у нас 12 человек. 12 членов участковой комиссии и 2 наблюдателя. Один наблюдатель у нас от Общественной палаты Республики Ингушетия и 2 наблюдатель от партии «Единая Россия». Предусмотрели и молельную, также комнату для матери и ребенка. К тому же каждый желающий может остаться на разговение. Здесь запаслись продуктами, продумали меню на ифтар. В общем, прийти и сделать свой выбор граждане могут со всем комфортом. Выборы президента страны проходят 3 дня, поэтому каждый житель сможет прийти на свой избирательный участок и сделать выбор. Ну а все УИКи региона будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Малика Измайлова, Мухаммад Арсигов, Магаз 24.